Северный форум по устойчивому развитию именно. Он был задуман как такая большая дискуссионная экспертная платформа, на которой обсуждаются самые актуальные вопросы развития Арктики и Севера. И каждый раз мы поговорим об одном из проектов, 17 проектов Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. Первое направление – это наука об атомной энергетике, об атомных технологиях. Ну и вторая, просто вот сегодня уже забойная такая тема – это кадры для атомной энергетики и ядерных технологий. Вот поэтому сегодня здесь и медицина у нас присутствует, люди, которые занимаются именно методами лечения с помощью ядерных технологий. И вот буквально через несколько минут мы начнем сессию, как природоохранный трек влияет на мировую экономику. И рассмотрим вот все существующие конвенции по климату, по биоразнообразию, по опустыниванию, по торговле редкими исчезающими видами флоры и фауны, декларацию Рио и так далее. То есть международные конвенции, соглашения, которым следуют все страны. И сессию проведем совместно с дискуссионным клубом «Восток», а также фондом «Природа и люди». То есть работы очень много. Ну, экология – это опять-таки природосберегающая техника. Сегодня на Северном заводе по кругам стали рассмотрели новые виды вездеходной техники. То есть на пневматике, которые не разрушают как бы надземный покров и так далее. То есть много-много направлений экологического природоохранного плана, и мы стараемся как-то следовать всем этим вызовам или направлениям, которые востребованы обществу. Кратко так. Мы провели очень продуктивную сессию по климату, организованную Арктическим научно-исследовательским центром и Министерством экономики Республики Саха-Якутия. Обсудили такие ключевые приоритеты по климатической политике для региона. Ну и, конечно, с нашей точки зрения основной вопрос – это адаптация к изменениям климата, собственно, которая связана с таянием многолетней мерзлоты. Одна из ключевых проблем, с которой сталкивается регион, это прям ощутимый риск, от которого зависит и жизнеобеспечение населения, и функционирование промышленности, энергетики. Ну и вторая проблема – это лесные пожары. Очень много делается, как мы услышали, на уровне региона для тушения и предотвращения пожаров. И мы видим, что с 2021 года произошла большая позитивная динамика. Ну и мы считаем, что этот опыт может быть успешно использован и в Якутии. И мы рады, что правительство Якутии очень сбалансированно и взвешенно подходит к климатической политике и детально анализирует, что именно в регионе будет полезно и эффективно. Большую радость вызывает интерес в рамках Северного форума к реализации нашего флагманского проекта Сахалинского климатического эксперимента, который единственный на территории страны в таком формате последние годы развивается. И мы, собственно, приехали сюда по приглашению презентовать результаты эксперимента, опыт и практики, и увидели большой интерес у команды правительства Якутии, у научных и образовательных организаций, в том числе на той площадке, где мы сегодня работаем, к изучению этого опыта, чтобы применить лучшие работающие практики, ну и главное, чтобы мы дальше вместе скооперировались и объединили нашу экспертизу для решения перспективных задач. Мы уже работаем, сотрудничаем, но запланировали такие крупные шаги и направления для взаимодействия между нашими региональными органами власти, министерствами экологии, экономики, энергетики, промышленности, лесного хозяйства, чтобы наша страна была климатически ответственной, действительно подтвердила свой статус донора углеродного бюджета в глобальном масштабе и исполнялась национальная климатическая доктрина, утвержденная президентом. И здесь мы будем вместе с командой Якутии рады двигаться и расширять этот опыт.